Делегация, состоящая из заместителя председателя МПП, депутата Стамбульского парламента Фети Йылдыза, членов МПП Метина Ары, Бахатина Шемгюля, Аслана Сойлу и главы МПП Чойок-Чикминджи Экрема Сарысоя посетила Ассоциацию Восточного Туркестана в среду 26 апреля. Тем временем делегация из Международного союза НПО Восточного Туркестана посетила Министерство внутренних дел и обменялась идеями по проблемам, с которыми сталкиваются уйгуры в вопросах населения и гражданства. Делегация Всемирного уйгурского конгресса во главе с Долкуном Исой прибыла в Швецию 23 апреля и в сотрудничестве с уйгурскими организациями открыла мероприятие «Уйгурская неделя» в столице страны Стокгольме. Делегация встретилась с некоторыми законодателями и политиками, чтобы добиться признания геноцида уйгуров в шведском парламенте. Кроме того, делегация из 7 человек из Австралийской уйгурской ассоциации и организации уйгурского движения провела серию мероприятий в Сиднее 24 апреля. В центре внимания этих мероприятий было требование к австралийским парламентариям признать геноцид уйгуров. В тот же день в Сиднейском университете был показан документальный фильм под названием «Я ищу свою сестру» и была проведена информационная встреча о текущем положении уйгуров. Китай подтвердил свое признание суверенитета бывших советских республик после реакции на заявление китайского посла в Париже Лу Шайе о том, что у бывших советских республик нет действительного статуса в международном праве и Крым изначально был российским. Чиновник Министерства иностранных дел Мао Нин подтвердил, что Китай подтверждает и уважает суверенитет этих стран в ответ на вопрос о заявлениях посла Лу Шайе. В присутствии министра внутренних дел Сулеймана Сойлу на торжественной встрече с представителями Восточного Туркестана, которую организовали в Стамбуле, вызвало беспокойство Китая. Посольство Китая в Анкаре опубликовало заявление после этого инцидента и указало на турецкое государство. Так, Китай рассказал в своем заявлении историю о предполагаемом вмешательстве турецкого государства во внутренние дела Китая. Председатель КНР Си Цзиньпинь впервые с начала российско-украинской войны встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя Си Цзиньпинь много раз встречался с президентом России Владимиром Путиным после начала войны и даже посещал Москву, у него никогда не было контактов с Зеленским. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что попытка скрыть намерение Китая расширить свое военное присутствие может привести к трагическим последствиям. Как сообщает Radio France International, министр иностранных дел и развития Великобритании Джеймс Клеверли затронул позицию страны в отношении альянса со странами Индо-Тихоокеанского региона в своей речи о стратегической политике, которую он произнес в Лондоне 25 апреля.